Рима Калинина, в апреле посадившая картошку, сегодня готова любого угостить плодами своего эксперимента. И кто бы что ни говорил, а пенсионерка смогла осуществить задуманное, несмотря на суровый климат Коми-Пермяцкого округа. В чем же секрет, расскажет и покажет Дмитрий Буланов. Вон, смотрите какой, это уже, считайте, с кулак, да? На дворе июль, а Рима Калинина собирает свежий урожай картофеля. В нынешнем году он уродился на славу. Вот смотрите, с одного мешочка, там 2 клубня сажаю, да? 16 картошин, ну выйдет уже неплохой урожай, да? А на будущий год планы уже посадить побольше, хотя бы 10 мешков. Потому что это не то, что картошка, а картошка, она же, считайте, второй хлеб. Своя картошка и вкуснее, и дешевле, признается пенсионерка. В магазине покупать выходит дорого, а после сбора сразу начинает готовить. Предпочитает на пару, ведь так большая часть полезных веществ сохраняется. И есть чем побаловать всю семью. И в кожурке-то ведь там деликатес-то. Калий-то, да, идет. При этом картошка у Римы Федоровны самого обычного сорта, того же, что и у соседей. Клубни, как и положено, провели в земле 90 дней. Чтобы собрать свежий урожай картофеля уже в середине лета, хозяйка начинает сажать его. В апреле первые 2 месяца держит в парнике, а после выносит на улицу. Вот тут и выяснилась тайна. Клубни семенного картофеля ботаник-любитель высаживает в мешки с подготовленной, то есть в первую очередь отогретой и просушенной землей. Мешки эти, правда, приходится поливать 2 раза в неделю. Зато окучивать картошку необходимости нет. Бороться с сорняками тоже. Нынче май теплый был, я раз так на улицу, и все, они не мешают, их ведь можно в любое место подвинуть. Специалисты сельскохозяйственного техникума в Кудымкаре говорят, что для частных домовладений такой способ выращивания вполне приемлем. Правда, для того, чтобы собрать большой урожай, нужны большие площади. И советуют для посадки использовать крупные сорта картофеля, а также предлагают другие способы. Картофель, который высаживают в гребни, он достаточно хорошо растет в наших условиях, потому что почва у нас благодатная. Если ее еще, конечно, предварительно окультурить, то есть внести органические удобрения, внести минеральные удобрения, мы получаем хороший стабильный урожай уже во второй половине июля. По словам Римы Калининой, ее летнего урожая картошки вполне хватит до конца августа, а уже потом и в сентябре будет собирать урожай, выращенный стандартным способом. Дмитрий Буланов, Денис Дульцев, Вести, Пермь.